Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. Мы находимся в Якутии. Сегодня у нас трудовая рыбалка. Сегодня у нас крайний день проверки наших сеток. Карася нам на зиму достаточно. Лед уже становится толстый, а температура воздуха уже опускается, приближается к отметке минус 20. Недавно у меня были гости, они все поуезжали. И теперь я спокойненько уже приехал снять наши сетки. С Иннокентием мы приехали сегодня. Вот. Сетки снимать проще, чем их ставить, как говорится, потому что отверстия делаешь небольшие, чтобы только пролазила палка, чтобы отвязать, и сетки просто вытягиваются. Уже не надо никакого прогона, ничего, потому что мы их обратно уже ставить не будем. Есть карасик. Первый. Не первый, там Иннокентий с той стороны одного принес, он бросил. Второй карасик, так скажем. Сетки у нас стояли чуть подольше, потому что решили их на день подольше поставить. Ну, потому что уже в прошлый раз тут улов был небольшой, и решили, что в следующий раз будет еще меньше, поэтому ничего страшного, если будет на сутки дольше стоять. Есть. Одна рыбка есть. О, вторая есть. В прошлый раз тут вообще мало было. А в этот раз что-то как-то получше, что ли, хочет. Так. Еще одна. В общем, Иннокентий в прошлый раз сказал, что здесь, оказывается, раньше были только золотые караси, но серебряного зачем-то привезли с той стороны реки Лены и зарыбили здесь якобы. Ну, хотя тут и до этого был неплохой золотой карась, ну как бы он и сейчас есть, вид карася. Но есть и серебряные присутствуют. Два вида.
в одном озере сожительствует. Поэтому серебряники тоже попадаются время от времени. О, совсем мало. Сетка уже заканчивается. Поэтому, в принципе, нормально. Это береговая, они всегда так поменьше ловятся. В следующем году так и надо ставить, наверное, решили. Возле берега. О, золотой появился, вышел. Золотой карасик вышел. Если не верите, сейчас покажу. Вот такой вот золотой карасик. Ну, этот больше на серебряного похож. Золотой. Еще один золотой вышел. Запутался, закрутил, завертел. Не люблю, когда так делает рыба. И вот не угадаешь, где там, где он зашел. Это отверстие. Походу он там провалился. Вроде нашел. Так, давайте теперь следующую снимем. Италия яктан хе. Пустую. Пустую сетку снимем, следующую пустоватую. Ну, не совсем пустая, смотрите, а? Карасик золотой. Золотой. Опа. О, пошла жара.
пошла жара. Парить, да? А? Ты не парить. Ну, конечно. Ну что, зря рыбачим, что ли, тут? Если бы не было бы, мы тут не рыбачили бы. О, рыбка есть, маленькая. Маленькая есть. Этот просто так лежит. Один просто так лежал. Опа. Шея. Вот ты, тебе тяга. Вот. Как это я терять. Неплохо для 3 дней. Совсем неплохо. Хотелось бы лучше, но ничего. И это, конечно, нам
Прибавка. Хорошие караси. Золотые. Что такое? Она тоже привязана. Вроде не привязана. Веревка тоже привязана. Зачем мы его перевязали? Все в грязи. Ага. Что-то сетка тяжелая. Тяжело идет прямо с самого начала. Подозреваю, что неплохо попалась рыба. Возможно. Елка. Надо искать начало входа. Так не пойдет. Надо. 2 штука есть. Пока для начала. О, еще один идет.
Золотой. Мелковат, но карась. Да, сковородочный. Ух, этот вообще запутался. Закрутил, завертел. О, не с той стороны начал. Походу я не там начал. Не там начал. Проверку сеток. Пачка. Фигово выглядит, а? Ага.
Каратыптюгник. Маленький такой. Круглый. А? Ага.
есть. Есть полуга, да? Беленький вар, да? Прогон интерцепт. Например. Ну все, дорогие друзья, мы с вами на этом прощаемся до следующего года. Вот такая у нас была рыбалочка на карася в этом году. Карася нам хватит на зиму. Вот. И теперь начинается другая рыбалка. Ну и, конечно же, всем хорошего настроения. Пишите ваши комментарии, делитесь с друзьями. Всем пока.